виртуальное интервью, но именно вот прямое живое общение, конечно, у нас происходит впервые. И тема конференции «Итоги работы за 8 месяцев» и до конца года, какие планы у нас намечаются, да? То есть за этот период работы у нас много проделано работы, как вы все знаете, видя наши публикации, вы их публикуете очень хорошо, и мы за это вам благодарны. У нас пресс-конференция займет 45 минут, после этого начнется другое мероприятие уже, и поэтому надо уложиться в это время. Сейчас немножко министр Елена Ефремовна, что-то мне с голосом, немножко расскажет наши достижения, и после этого уже можете задавать вопросы. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно, что вы приняли участие в нашей пресс-конференции. Попробовать новый формат и посмотреть, что из этого получится. Нам бы хотелось прийти к какому-то открытому диалогу, потому что всегда очень много различных вопросов. Мы очень активно отслеживаем все пожелания наших пациентов, какие-то, может быть, конструктивную критику нам очень интересно узнать. И мы всегда открыты к определенному диалогу. Но хотелось бы сказать, что основными параметрами, наверное, для всех министерств здравоохранения России сегодня это самый главный аспект исполнения национального проекта. У нас по ним 7 направлений основных. Это первичная медико-санитарная помощь, это улучшение качества детских поликлиник, это кадровая политика, самый, наверное, главный ведущий вопрос, который волнует сегодня все районы. Это экспорт медицинских услуг, это снижение смертности от онкологических заболеваний и от сердечно-сосудистых заболеваний. Направления достаточно большие, объемные, мощные, но, наверное, самые популярные среди населения, которые, не знаю, как они называются, но тем не менее, это строительство фельдшерско-акушерских пунктов и строительство наших 2 крупных объектов, это кардиососудистый центр и онкологический центр. Я думаю, что по этому вопросу еще будут, мы подробнее можем остановиться. А в целом хотелось бы сказать, что сегодня динамика наших показателей такова, что в принципе нам есть чем гордиться. Мы сегодня лучшие по Дальнему Востоку среди смертности общей по населению, среди младенческой смертности. У нас неплохие показатели по выявляемости, в том числе социальных заболеваний, онкологических заболеваний. Но тем не менее считаем, что не стоит на этом останавливаться. Нам есть куда стремиться, есть что улучшать. И сегодня мы вот этим и занимаемся. Планомерно идем к тому, чтобы улучшить качество и доступность медицинской помощи в нашей республике. Наверное, на этом все. Я готова больше посвятить времени, отвечая на ваши вопросы. Пожалуйста. Можно вопрос, да? Да, конечно. Это Аня Слуга, общественная организация, Шумаев Иван Иванович. Ну, первый вопрос. Вот, речь идет об оптимизации, об экономии средств, там, как вы пишете, улучшение там, качества, услуги ДД и т.п. Но, значит, работа ведется так, что вообще-то в селах не знают, что происходит, что произойдет с их больницей, с их ФАПом, с их амбулаторией. И вот в последние дни уже приходят письма о том, что вот эта больница, значит, переводится в амбулаторию, амбулатория переводится в ФАП и т.д. и т.п. Вот сейчас вы в эти дни как-то вот усилили эту работу. Так? И у нас есть цифры, которые прописаны еще, были опубликованы в Сахалайфе еще в конце апреля, и никаких официальных цифр нет. То есть работа ведется в скрытном режиме. Вот, и поэтому вопрос такой. Первый вопрос это, когда можно и как можно получить план реорганизации. Ну, это план реорганизации, это сколько больниц будет превращено в ФАПы, сколько в амбулатории, какие амбулатории будут переводиться в ФАПы, а ФАПы в, значит, здравпункты. Так? Да? Вот. И это первое. Вторая контрольная цифра какая? Речь вот идет о 1,5 миллиарда, которые вроде бы поставлены перед Министерством здравоохранения, так? Кем-то. Вот кем эта цифра поставлена?
Так? И действительно ли это так, и вы это стремитесь исполнить? Ну, третье, значит, очень часто, но это, значит, это не звучало из уст министерства, говорят о том, что... По количеству вопросов, Иван Иванович, мы тоже хотим задать. У вас такие вопросы сейчас? Глобальные, достаточно глобальные. Ну, вот я заканчиваю. Последний вопрос. Последний вопрос. Да? Значит, часто говорят о том, что речь идет о Минздраве, значит, о том, что вот федеральное, значит, финансирование, значит, то ли закрывается, то ли где-то там сокращается, и в этом причина вот этих реорганизаций. Так? Вот. И поэтому вот что сокращает федеральное министерство по здравоохранению. То есть вот здесь четкие цифры нужны. Ну и так как никто не спрашивал, вот я и спросил, это я на замечание. Просто я хочу сказать, вы сказали, что нужна все-таки критика и так далее. Ну, на наш взгляд, происходит разрушение Министерства, значит, системы здравоохранения, которое налаживалось за последние десятилетия. Я в селах, в нескольких селах проводил собрания общественности, и я знаю это, ну, как так сказать, с места. Можно Спасибо. я по конкретным вопросам отвечу? Да. Спасибо большое за вопросы. Действительно, вопросы сегодня актуальные, но хотелось бы сказать первое. Во-первых, мы не позиционируем это как оптимизацию, ни в коем случае. Мы сегодня говорим об улучшении качества медицинской помощи. Вы говорите разрушение здравоохранения. Здравоохранение сегодня существует вот в том составе, который оно есть, десятилетиями, более 60 лет существует система. Изменилась нормативная база, изменились подходы. Сегодня мы точно знаем, что здравоохранение у нас четко регламентировано, как любая другая народная отрасль. У нас есть свои порядки, есть стандарты, есть приказы оказания медицинской помощи, в которых четко прописано по количеству населения, какие виды медицинской помощи должны быть, по каким группам разделяется эта медицинская помощь, что касается круглосуточных стационаров, что касается дневных. Все это прописано в федеральном законодательстве и в двух основных наших законах, 323 и 326. И как раз в этих федеральных законах написано, что с 2012 года, к сожалению, не приведено в соответствие, но в многих регионах, а в нашей республике особенно, такое понятие, как участковая больница. Сегодня в законодательном формате слова «участковая больница» не существует. Поэтому наша задача сегодня все привести в соответствие федеральному законодательству. Мы не сокращаем ни один фельдшерский пункт в населенных районах. Да, наоборот, сегодня мы открываем новые медицинские организации доселе, где не было вообще медицинской помощи. Так, например, это Ленский районный Кокит, так, например, это Нюрнгринский Хани. Там десятками лет не было медицинской помощи вообще. Мы просто приводим в соответствие к группе населения и расстоянию. Там расстояние даже прописано до районных центров. Это первое. Второе, мы говорим все-таки о качестве медицинской помощи. И сегодня, несмотря на то, что вы говорите устоявшаяся система, удовлетворенность населения медицинской помощью, к сожалению, сегодня 46%. Это о чем говорит? О том, что население при такой системе нет удовлетворения медицинской помощью. Значит, приходит время что-то менять. Что нужно поменять? Нужно однозначно пересмотреть те форматы медицинской помощи, которые мы сегодня оказываем. Надо рассмотреть ту маршрутизацию, которая сегодня есть. Посмотрите, вот когда были 5 лет назад разговоры, когда сокращались акушерские стационары в районах, было очень много возмущений, но тем не менее, вот таким форматом работы, открыв перинатальный центр в городе Якутске, высокотехнологичный, с очень хорошими специалистами, замечательным оборудованием, которого нет в принципе на Дальнем Востоке, мы снизили младенческую смертность до 5,4 промилле. Таких цифр нет в Дальнем Востоке вообще. То есть вот это говорит о том уровне оказания медицинской помощи, которое должно быть. Мы сохранили десятки тысяч младенцев. И об этом сегодня мы говорим, в том числе и по сердечно-сосудистой, и по онкологической помощи, по всем тем нозологиям, которые сегодня имеют место быть. То есть должна быть этапность, должна быть маршрутизация, должно быть четкое понимание, где, на каком уровне вы должны оказывать качественную медицинскую помощь.
Если вы говорите, что мы не озвучиваем цифры, да, пока не озвучиваем, потому что работа не окончена. Мы сегодня интенсивно в плановом порядке определяем, где, в каком формате будет оказана и на каком уровне медицинская помощь. Как только мы окончим эту работу, мы планируем ее закончить в сентябре, как и говорили, весной, мы однозначно обнародуем эти цифры. И еще раз акцентирую ваше внимание, что ни в одном населенном пункте больница не закрывается. Если мы закрываем круглосуточные койки, значит сегодня мы говорим о том, что эти круглосуточные койки работают неэффективно. То, что там госпитализируются и любят, значит, проводить время некоторые наши пациенты, да, это однозначно такое есть. Но давайте не будем путать медицинский и социальный фактор. Все-таки медицина призвана лечить. Лечить качественно, лечить добротно. А помимо этого, значит, сегодня мы говорим и о, значит, наверное, новых требованиях сегодня уже в медицине. Многое количество заболеваний сегодня не требует круглосуточного пребывания пациента. И опять возвращаясь к нормативам, сообщу, что у нас есть сегодня регламенты, у нас сегодня есть протоколы по каждой нозологической группе, по каждому диагнозу, где прописано, как, в каких условиях, чем мы должны лечить данного пациента. Никто не говорил про федеральные нормативы, не говорится о урезании федеральных средств. Финансовые средства сегодня у нас поступают в обязательном медицинском страховании по душевом формате. То есть на количество жителей определенная сумма средств. И сумма по 1,5 миллиарда, которую вы обозначили, кто нам ее ставит? Никто не ставит. Мы считаем, что сегодня мы должны показать эффективное, качественное здравоохранение, которое должно прийти на результат. А результат – это сохранение здоровья нашей республики. Что с лекарствами, раз такое дело? Про каким лекарствам? Очень часто у нас путают вопрос по лекарственному обеспечению по двум форматам. Сегодня у нас распределяется таким образом. Есть лекарственные препараты, которые мы покупаем в обязательном медицинском страховании и используем их в стационарах круглосуточных и дневных. Вот это сразу возвращаясь в тему, почему все так боятся дневных стационаров, боятся, что будут покупать лекарства сами. Ни в коем случае в дневном стационаре лекарственные препараты приобретаются также за счет больницы. Это не процедурный кабинет. Когда объясняешь населению, они прекрасно это осознают и успокаиваются. И второй вопрос, это самый большой и глубокий, который волнует всю территорию России сегодня, это дополнительное лекарственное обеспечение. Оно разделено на два направления. Это региональная льгота или муниципальная, как ее привыкли называть, и федеральная, где перечень инвалидов. Федеральное – это средства из Российской Федерации, регион – это, естественно, республиканский бюджет. Ежегодно выделяется, и республика здесь тоже является лидером, надо отметить, порядка 1,5 миллиарда средств на лекарственные препараты. Но, к сожалению, сегодня есть, опять-таки, норматив. Еще раз повторюсь, в здравоохранении, как и в любой отрасли, есть норматив. И вот норматив на одного жителя 7800. А мы знаем, что на одного больного сахарным диабетом уходит в месяц порядка 20 тысяч. И вот это, да, и вот... Чего да, это? Таблетки, граммы? Это рублей. Да, чуть больше 7 тысяч рублей. На одного человека в год, повторю, в год. А у нас сколько стоит лечение? Вот говорю, значит, если это инсулиновый больной, это 20 тысяч в месяц. Если это больной онкологии, это может быть до 500 000 в месяц. И когда у нас идет вот такое перетягивание из одного кошелька в другой, естественно, у нас максимальное количество средств перетягивают на себя, потому что это жизненно важные препараты, мы это понимаем. Это онкология, это сахарный диабет, это пациенты с ревматоидными артритами. Это вот 3 большие группы с дорогостоящими препаратами. Причем онкология, максимальный блок – это онкогематология, самые дорогие лекарственные препараты. И, соответственно, мы говорим, что да, еще есть другие пациенты, которым нужны глазные капли, которым нужны препараты, допустим, для снижения артериального давления, или дети от года до 3 лет, или нужны любые препараты. Естественно, возможно, они остаются как бы обделены.
Эта проблема ставится с 2006 года. И, к сожалению, механизм пока он такой же, как и был, несовершенен. Сегодня Российская Федерация пытается найти другие способы формирования этого лекарственного обеспечения. В том числе сейчас имеется порядка 9 регионов, где проходит пилотный проект так называемого лекарственного страхования. Мы, к сожалению, в прошлом году не успели, надеемся с следующего года вступить. И тогда будет немножко по-другому формирование лекарственных средств, и мы надеемся, что немного эта ситуация выправится. Кроме того, надо отметить, что ежегодно растет количество льготников у нас. Надо порадоваться за то, что у нас растет высокотехнологичная медицинская помощь, но с этим несет за собой и повышенное потребление дорогих лекарственных препаратов, причем на пожизненном применении. Поэтому надо сказать, что денег, вот даже тех средств, я еще раз повторюсь, это 1,5 миллиарда, наверное, никогда не будет хватать, если мы не пересмотрим механизм. Пожалуйста. Можно узнать, 7 мая у вас же был год, да, как по всей стране, по всем направлениям нацпроекта, да, у Минздрава, у вас здравоохранение или еще какие-то касаются вашего министерства? И как работа идет в этом направлении? Спасибо большое за вопрос. Действительно, как я уже обозначила в своем выступлении, у нас основной наш проект – это здравоохранение. По ним 7 мероприятий основных, я тоже их озвучила. Второй блок у нас демография. В демографии мы курируем 2 направления. Одно называется «Старшее поколение». Здесь наша задача основная – это диспансеризация пациентов старше 65 лет. И сегодня мы очень активно этим занимаемся. Вы знаете, что мы лидеры в гериатрическом движении в России. У нас первый гериатрический центр с 90-х годов, а гериатрические участки, впервые введенные в нашей республике, с 2014 года. И вот сегодня этот пилот стартовал по всей России. И очень активно мы занимаемся, еще раз повторюсь, диспансеризацией именно старшего возраста 65 лет. Для этого нам помогают сегодня Министерство труда и социальной защиты. В частности, у них есть мероприятия по закупке автотранспорта для того, чтобы мы могли довозить возрастных людей, в том числе для центральных районных больниц, до населенных пунктов со специализированной медицинской помощью. У них уже прошли аукционы, и мы ждем, когда нам раздадут эти машины. Ну, не нам, это будет в Минтруде, но тем не менее в наследах. И второе направление – это укрепление общественного здоровья. Это очень большой блок. И надо сказать, что сегодня мы гордимся тем, что Айсен Сергеевич вообще возглавляет в Совете Федерации направление по разработке этого проекта на всю Российскую Федерацию. Мы являемся, значит, такой пилотной стартовой площадкой, наша республика, по этим, значит, видам. Очень активно работаем с Министерством труда, с Министерством предпринимательства, потому что здесь вот всем нам известный ЗОЖ, который, значит, формировал в свое время и заложил идею Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, да, сегодня стартовал по всей России. И вот эти направления, они усовершенствуются. В частности, мы вспоминаем, что такое производственная медицина, да, когда начинаем говорить о возрождении здравпунктов, цеховых врачей. Мы говорим о корпоративной медицине, когда вот сегодня рекомендовано, допустим, работодателям вводить эффективные какие-то контракты, либо бонусы тем людям, которые, например, не курят на рабочем месте, да, либо стимулируют их, которые регулярно занимаются спортом. Вот это интересное направление, мы тоже им сейчас активно занимаемся, и куратором этого проекта является наше новое учреждение, Республиканский центр медицинской профилактики, который, кстати, имеет вторую миссию, возвращаясь опять-таки к первому вопросу. Там открывается центр телемедицинских консультаций для арктической зоны районов. Это тогда, когда узкие специалисты будут выезжать в Арктику, значит, набирать себе на диспансерное наблюдение, не диспансерную, значит, учет, как мы сейчас проводим профилактику, да, а именно регулярное диспансерное наблюдение группы пациентов, например, с эндокринологической патологией, да, и вести ее в течение года, в том числе и дистанционно. Когда пациент в Венопатантае будет знать, что у него есть его личный врач в городе Якутске, Иванов Иван Иванович, к которому он может обратиться, в том числе посредством связи. Для того, чтобы была хорошая связь, предвращая ваш вопрос
в Арктике не всегда, говорите, хорошая связь. Сегодня мы активно работаем с Министерством цифры и инноваций по развитию, значит, цифровой трансформации, в том числе в зонах Арктики. Вы сказали, затронули республиканский центр медицинской профилактики. Можно отметить, наверное, что сейчас медицина переходит с терапии на профилактику делается. Вот какая работа в этом направлении ведется, и значит ли это, что можно ли предполагать, что пациенты с заболеваниями несколько будут ущемлены, если основные средства будут направлены с лечения на профилактику? Абсолютно нет. Это такой тренд сегодня вообще в мировой медицине, когда мы говорим, что мы очень сильно, особенно вспомня советское здравоохранение, были зациклены на лечении, в том числе на круглосуточных коек. Не могу я не возвращаться к этому вопросу. И действительно, сегодня профилактика – это основной тренд. Мы понимаем, что пока наше ни население, ни наше здоровье не готово перекидывать финансовые средства в большую часть на профилактику. Естественно, большее число финансовых средств до сих пор остается у нас на финансирование обращений, наших стационаров, наших операций. Но тем не менее мы уже сделали движение. Если ранее, грубо говоря, стоило профилактический осмотр 200 рублей, то сегодня это уже 1200. Это стимуляция, объем и финансовых средств, затрачиваемых на это, для того, чтобы это было привлекательно для больниц. Мотивируем больницы, да, для того, чтобы они тоже занимались профилактикой. И объем вообще в целом населения, которое мы должны осмотреть. Я озвучивала уже цифры, в среднем мы должны осмотреть 600 тысяч человек в республике. То есть это практически каждый. Да? Но это понятно, это сюда входит группа и детки, и подростки, и те, которые проходят профилактический медосмотр на предприятиях, в том числе по 302 приказу. Да? В целом чистых ПМО, то есть профилактических медицинских осмотров, порядка 237, сейчас я точно вам даже цифру скажу, 235 тысяч, вот ошиблась на 2000. 235 это конкретные ПМО, которые, вот краткий анализ, который мы проводили в рамках акции «Здравосмотр». Что делается для этого? Как я уже сказала, первое, мы замотивировали в первую очередь больницы, то есть увеличили финансовые средства. Второе, подняли им все-таки планку, потому что мы должны смотреть не только больных пациентов, а мы знаем, что в поликлинике ходит один и тот же контингент, 30% хронически больные. И мы начали активно пропагандировать эти виды среди населения. Для этого, вот я уже повторюсь, мы создали специальный центр медицинской профилактики. Да, он существовал ранее, но сегодня мы его переформатировали, так сказать, перемодернизировали. Мы, во-первых, усилили его штатным расписанием, раньше было там 20 человек, сегодня это порядка 80, нагрузили их в том числе узкими специалистами, создали специальный отдел, который занимается будет только пропагандой, и в том числе вот они занимаются сегодня конкретно по медиаплану, значит, с Минцифрой, разработка у них там и роликов каких-то, да, и телепередач мы хотим снимать по типу Елены Малышевой, да, оздоровительную, ну, в какой-то такой формат, но сегодня в республике нет ни одной программы про здоровье на самом деле, и это печально. И мы пытаемся, ну, вот каким-то такими нашими акциями, которые, в принципе, мне кажется, населению нравятся, потому что онкопоиск привел 60 тысяч населения. Наша акция «Здравосмотр» привела 51 тысячу населения на такие быстрые мероприятия. Более того, мы переформатировали поликлиники. Мы изменили систему медицинского осмотра непосредственно самой поликлиники. Сегодня мы спрашиваем, допустим, пациентов, ну или вот людей на улице специально проводили, значит, такие социсследования, почему вы не идете в поликлинику. Очень удивительно, когда вот в дождливые выходные на той же площади Победы стояла очередь из 23 человек, я приезжаю, коллеги, вот поликлиника через дорогу, пройдите туда, там в благоприятных условиях пройдете все исследования. Они говорят, нет, мы не хотим. Во-первых, нам жалко время туда идти, во-вторых, мы боимся, что там есть очередь. Для этого мы сняли специальный ролик с хронометражом, где мы показали, как можно быстро, и назвали это «Доктор Час», если видели, пройти профилактический осмотр. То есть у женщин это занимает чуть больше 40 минут, потому что есть определенные виды исследования, где нужно там более дольшее время потратить. У мужчин до 30 минут. То есть очень быстро входишь в одну дверь, выходишь в другую. Но зато, по крайней мере, ты выходишь с полным пониманием тех факторов риска,
на которых тебе нужно обратить внимание и следить за своим здоровьем. Спасибо. Вот вы сказали, что увеличение финансирования на специализацию на профилактику, да, с 200 рублей в 1000. Ну, кто требует, да. А значит ли это, что просто цены подняли для поликлиник, да, и объем увеличился манипуляций, исследований? Исследования остались те же самые. Просто они подорожали. Да, нет, мы для того, чтобы поликлиники, понимаете, почему я сама бывший главный врач, и мы все сидим экономисты, все считаем, как нам лучше нашему учреждению заработать в том числе. Пролечить больного пациента стоит 3000 рублей, пролечить, допустим, принять профилактически 200 рублей. Конечно, я буду все время лечить больных, потому что это дороже, для больницы стоит. Поэтому для того, чтобы смотивировать еще раз медицинские организации, перестроить свою ментальность, мы их тоже мотивируем финансово. Кошелек один, переводим средства. То есть очередей не будет, лопат поликлиники, глупости тоже, не надо бегать, везде есть анализы, флюорография. Это к тому, к чему мы должны стремиться. Сегодня уже многие учреждения изменили формат своей работы, и вы, наверное, это замечаете. Хотя я очень часто спрашиваю тоже людей, которые ко мне приходят и жалуются на работу поликлиник. Первый вопрос, который у меня возникает: когда в последний раз вы были в поликлинике? Потому что, конечно, не все идеально, невозможно все устроить за быстро короткое время. Но, тем не менее, самое сложное – это перестроить, еще раз говорю, ментальность, в том числе наших докторов. А мы должны это делать, мы должны к этому стремиться, как бы это сложно, больно и тяжело не было. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу замещения в области медицины? К сожалению, вы знаете, что у нас есть санкции, у нас есть федеральный закон об импортозамещении не только лекарственных препаратов, но и расходных материалов, медицинского оборудования. Не скажу, что я отношусь к этому положительно, но есть определенные законодательные документы, которые регламентируют нам поступать именно так. Но в лекарственных препаратах здесь же не только импортозамещение вопрос, да? Это в том, что с 2012 года нам запрещено покупать лекарственные препараты по торговым названиям. Мы покупаем их только по международным. И, соответственно, выигрывает в рамках 44-го федерального закона та компания, у которых меньше цена. И очень часто встречаются люди, которые привыкли пить Корсил, а мы подаем им панкреатин, но потому что международное название одинаковое, и выиграл именно панкреатин. Хотя на самом деле доказано, что если производное одно, то и оказание эффекта то же самое. Однако, как правило, в препаратах более дешевых не всегда содержится необходимая концентрация действующего вещества. Да, абсолютно верно. Если, значит, у нас понятие такое есть персонифицированная, персонализированная медицина, да? Если, допустим, мы видим, что данному пациенту этот препарат не идет, то по решению врачебной комиссии, которую собирают по месту жительства, ему могут прописать препарат именно с торговым наименованием. Такая практика существует, она разрешена, и в принципе те пациенты, которые сидят на определенном препарате, особенно это касается таких тяжелых заболеваний, как, например, муковисцидоз, они именно по такому пути идут. Мы покупаем индивидуально для них препараты. Возвращаясь к реорганизации районов, при реорганизациях медицинских учреждений будут ли освобождаться штаты, да, и в каком количестве примерно, да, и вот, что вы с ними будете делать, как перекидывать или как? Спасибо большое, очень хороший, интересный вопрос. Это на самом деле правильный вопрос. И мы как раз сегодня и говорим, что, к сожалению, у нас в республике, проанализировав ситуацию по штатной численности, мы увидели, что медицинскую помощь у нас оказывают в большей части младший медицинский персонал, потому что их почти 5000, средний медицинский персонал, их почти 12 тысяч, и врачей у нас всего 4500. При этом врачи, они все сконцентрированы, большее количество врачей сконцентрировано, естественно, в городе Якутске, в наших республиканских учреждениях.
То есть получается, медицинская эта помощь у нас немножко кособокая сегодня, не та, которая должна быть. Еще раз повторюсь и акцентирую на это внимание. Поэтому что сегодня делается? Да, мы оптимизируем. Неправильное, некрасивое слово, и нам абсолютно оно не нравится. Но мы приводим в соответствие ту медицинскую помощь. Приведу вот буквально район. Вчера встречалась с Ангинским районом. Мы обсуждали, значит, какие варианты развития здравоохранения могут быть в этом районе. Мы понимаем, что нам придется там сократить какое-то количество медицинских работников, но при этом мы единогласно приняли решение, что да, мы сокращаем прочий персонал, да, мы сокращаем младший там, и средний персонал, но мы вводим ставку педиатров-фтизиатров, которого там нет сегодня, а ситуация по фтизиатрии напряженная. Мы вводим туда психиатра-нарколога, которого в районе вообще исторически не было. Мы оставляем там круглосуточную реанимацию, которая не была в районе показана по количеству населения и койкам, которые там имеются, но мы считаем, что это правильное введение, в свое время сделанное главным врачом, и надо это поддержать. Мы вводим туда патологоанатома, для того, чтобы могли, извините, в том числе и вскрывать в районе, а не возить там миги на Кангаласы. Мы вводим, допустим, в Намцах врача-стоматолога во врачебную амбулаторию, где никогда не было стоматологической помощи. И вот таким форматом мы идем. То есть, да, мы жертвуем какими-то, значит, специалистами, не относящимися к, значит, медицинской деятельности, непосредственно не оказывающей медицинскую деятельность. Но мы вводим врачей, медсестер, как, допустим, в Венгрии, открывая круглосуточный, неотложный пункт среднего медицинского персонала, для того, чтобы могли оказывать как, ну, такую подстанцию, некую подстанцию скорой помощи. Вот это говорит о качестве и доступности медпомощи. Можно вопрос еще? Интернет-газета Якутия.ру. Вот немножко не поняла, пыталась написать. Вот в прошлом году или в этом году на средства ОМС, да, вот лично глава Якутии, кажется, в прошлом году, да, то ли 6, то ли 7 миллиардов вообще астрономическая сумма была. А еще под этим, ну, вместе с Якутией другие регионы тоже, да. А как это будет в последующие годы? Ну, как-то медицина же привыкнет к этим средствам, а они уменьшатся, или это не только в этом? Спасибо большое за вопрос. Действительно, очень важный вопрос, потому что это называется изменение методики расчета. И, значит, расчет, который направлен на наш как раз северный коэффициент, и который мы пытались добиться порядка 10 лет. И вот победу мы достигли только благодаря слаженной команде Александра Сергеевича Николаева и личного участия, да, с Владимиром Викторовичем Соргутовым. Наконец-то эта методика поменялась, она поменялась для нас и 6 субъектов. Но самое важное, что мы действительно начали по этой методике дополнительно получать порядка 6 миллиардов рублей, эта методика, она будет постоянной. То есть это не годовая акция, не разовая. То есть это будет постоянный формат, значит, распределения финансовых средств для наших регионов. Это значит, рассчитано на значит, повышение, в том числе заработной платы наших медицинских работников. Вы знаете, что по указу, значит, главы нашей страны у нас с 2017 года, значит, произведены увеличение заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала. И ежегодно они повышаются, и финансовые средства в том числе идут на, значит, заработную плату наших медицинских работников. Спасибо. Можно спросить? Вот по нормативу 543, да, федеральный? Я просто извиняюсь, можно просить вас, ну, представляться? Да, извините, меня зовут Рустам Осипов, я уроженец Юрьевского вуза, да. В тех федеральных нормативах, которые 543 приказ Министерства здравоохранения России, да, там написано, что в тех регионах, которые приравнены к крайнему северу, да, могут формироваться медицинские учреждения в участках с меньшей численностью, чем есть в нормативах, в полном объеме, да, с сохранением врачей и так далее. Почему вот наше министерство вот именно это не рассматривает, да, для сохранения общей практики? Мы же можем сохранить и общую медицинскую практику, да, и специализированную добавить. Почему это невозможно?
Смотрите, мы как раз очень активно этим пользуемся, мотивируя тем, что у нас есть зона Арктики, да, и как раз таки в Арктике мы практически сохраняем все виды медицинской помощи. К примеру, на 3000 жителей населения не положена хирургия, не положен акушер-гинеколог, не положен, к примеру, там, эндокринолог и прочие узкие специалисты. Мы как раз идем на это, мы там все сохраняем, вплоть до круглосуточных коек, до отделения реанимации и прочие составляющие. Мы рассматриваем наши районы, в том числе Твилюйскую группу, да, где труднодоступные места. У вас достаточно есть населенные слега, в которых сложная транспортная схема. Мы их тоже сохраняем, убрав статус участковой больницы, опять-таки приведя к нормативу федеральному, назвав их филиалом центральной районной больницы, что нам юридически позволяет. И тем самым продолжаем сохранять и коечный фонд там, и врачебный состав. Можно еще вопрос, да? Вот по лечебницам Саха-курорт, да, и Кемпельяйская, это Кемпельяйский санаторий или профилакторий, да, которые уже давно известны народу. Вот что с ними будет? Вот от Кемпельяя Алроса отказалась, от Саха-курорта Федерация тоже, профсоюзов тоже как-то, у них дела очень плохие, все время там митингуют, пикетируют и так далее. Вот что будет? Почему Минздрав не берет их под свое крыло? Почему Минздрав не берет под свое крыло? По одной единственной причине. Санаторно-курортное лечение сегодня в полномочия Министерства здравоохранения не входит. Хотя на самом деле мы считаем, что, наверное, в советские времена, когда именно здравоохранение этим занималось, было неплохо. Сегодня же это отдано на откуп, значит, производственникам, либо профсоюзам. Что касается сегодня этих объектов нашей республики. Значит, по Ахату, Саха-курорт, который, к сожалению, мы точно не будем претендовать на этот объект, в частности того, что в первую очередь это очень сложный объект в части материально-технической базы. Мы рассматривали его для того, чтобы расширить там свои площади или какие-то новые виды медицинской помощи организовать на этом объекте, но нет, точно. Значит, что касается Кемпельяя, мы очень бурно обсуждали с коллегами, коллеги это Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, каким образом правильно использовать кемпельяйские ресурсы, да, и этот санаторий в частности. К сожалению, в здравоохранении сегодня остался единственный вид – это медицинская реабилитация. При этом медицинская реабилитация только определенных уровней может оказываться в круглосуточном стационаре. Для этого очень сложный вопрос получения лицензии. И сегодня те объекты, я лично туда ездила, смотрела, они, естественно, не соответствуют для получения лицензии. Мы не сможем там проводить наши мероприятия. И, конечно, пациентов, которым требуется реабилитация, ну, например, это пациент после инсульта, да, или значит, инфаркта, либо пациент после ВТМП по пересадке сустава, довести туда будет достаточно сложно. Нам проще, сегодня мы это делаем, привозить оттуда грязь и реабилитировать их в том же нашем Абалахе, который нам сегодня принадлежит. Буквально вчера было рабочее совещание Владимира Викторовича Солодова по этому вопросу. Сегодня рассматривается два направления. Либо все-таки перевод их в Министерство труда и социальной защиты для реабилитации инвалидов, ну, групп инвалидов, да, определенных, либо все-таки отдать это Минобразованию, на мой взгляд, это правильно, это мое личное мнение, под круглогодичный лагерь с каким-то форматом образования и, самое главное, оздоровление детей на период обучения. Потому что мы сегодня понимаем, что та же кемпельяйская грязь, которая бы, ну, какими бы уникальными свойствами она не обладала, очень большой перечень противопоказаний. И, в частности, не всех инвалидов мы сможем туда возить, не всех пациентов болеющих, потому что одно из главных противопоказаний – это заболевание сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия и сахарный диабет, заболевание щитовидной железы. А мы понимаем, что это больше контингент взрослого населения. А как раз детям это очень показано, потому что там психоневрологические расстройства, все заболевания костно-суставной системы и все заболевания кожные. Мы знаем, насколько часто у нас сегодня дети имеют какие-то виды аллергии. Поэтому вот такие форматы рассматриваются, окончательного решения пока нет. Ирина Ефраимовна, разве санаторно-курортное лечение – это не профилактика
который Которую мы так грезим, к сожалению, это некий формат оздоровления. Считается, что санкур-лечение – это больше вопрос работодателя. Да? То есть работодатель должен предоставлять в рамках профсоюза, либо напрямую значит, какую-то возможность оздоравливать своих работников. Вот я еще раз повторила, что, к сожалению, вот вышло это из состава Здрава. А вернуть? Мы... Не хотите, потому что это тяжело или потому что это нецелесообразно? Владимир Викторович давал нам такое поручение рассмотреть возможность, в том числе внести законодательные инициативы, если это возможно. Да? К сожалению, мы сегодня работаем в системе обязательного медицинского страхования только. И пока в МС не войдут санкур-лечения, мы, конечно, это не вытянем никогда. Для нас это слишком дорого. Я, извините, Уже время поджимает, следующее мероприятие уже начинается. Буквально. Тогда мне хотелось спросить про объемы ВНП, они у нас растут или нет, и соотношение там, сколько в республике делают, сколько выезжает. Если хотите, я могу вам точную цифру чуть попозже дать. А так у нас ежегодно количество ВТНП растет. Высокотехнологичная медицинская помощь. Значит, и надо отметить, что отрадно, что у нас как раз-таки количество выезжающих ежегодно меньше. Сейчас я найду точные цифры. Да, да. Потому что у нас стало действительно большее количество медицинских операций делаться в республике. И мы надеемся, что введением центра сердечно-сосудистой хирургии у нас объемы высокотехнологичной медицинской помощи в разы уменьшатся. Зачем обычно ездят другие субъекты Российской Федерации? Первое, это, конечно, ВТНП, сердечно-сосудистая хирургия. Второе, это онкология, абсолютно верно. Третье, это ортопедия, то есть замена суставов. И четвертое, как ни парадоксально, это экстракорпоральное оплодотворение. Так вот, да, при всем при том, что эти виды медицинской помощи у нас в том числе оказываются. Понятно, что сегодня не хватает ресурсов, чтобы оказывать в большем объеме. То есть не зря акцентирую внимание, что когда мы введем свой центр сердечно-сосудистой хирургии, нам объемы уже будут позволять не направлять пациентов за пределы нашей республики. Мало того, что ресурсы площадей, самое главное – это кадровый ресурс. У нас сегодня замечательные специалисты и по сердечно-сосудистой хирургии, и по онкологии. Надо отметить, что буквально на прошлой неделе у нас был главный онколог России Стилиди, Иван Сократович, который прошелся по нашим всем онкологическим учреждениям, был приятно удивлен. Он был со своим коллегой Петровским Александром Валерьевичем, который был у нас 8 лет назад, даже проводил операции. Да, и очень как раз отметил и сказал большое спасибо нашему руководству за такое правильное принятое решение. Хотя бы временное размещение сегодня людей в человеческие условия. И отметил очень хороший подготовленный кадровый потенциал. И мы надеемся, что эти ресурсы нам сегодня помогут. И в том числе по экстракорпоральному оплодотворению мы тоже сегодня видим уже, что мы наращиваем свой потенциал. Несмотря на то, что Центр репродуктологии был открыт 1992 года, пока не давал относительно положительных результатов, но с форматированием центра в 2016 году сегодня уже есть положительная тенденция, и у нас количество рожденных от ЭКО с каждым годом увеличивается. Наверное, мы Можно еще закончим, потому вопрос что напоследок, люди да? уже заглядывают. Год прошел с экологической катастрофы по Вилюю, да, и население спрашивает, когда приедут и будут делать у нас обследования медицинские, осмотры. По Вилюйской группе, да, я была во всех районах там. Буквально у нас в июле месяце прошла большая коллегия в Нюрбе, именно по Вилюйской группе района. В том числе мы проводили экологический стол, круглый стол, да, совместно с главным. Надо отметить, что сегодня немножко понятие, да, и население очень медицинские осмотры у нас
систематически проводятся, да, то есть когда выезжают с диспансеризации, взрослиться на их будущее. И вот в этом направлении работает правительство. Сегодня создан целый план, дорожная карта, и в том числе задействовано научное сообщество, которые будут заниматься именно научным изучением влияния экофакторов. Мы же, в свою очередь, в плановом порядке так и проезжаем, значит, по диспансеризации, у нас тоже свой план диспансерных осмотров ежегодный, в том числе и в Москве. Вот хоть какие-то цифры будут. Вот, допустим, по Англии вы сказали, что уже какой-то там договор и так далее, все довольны. Вот хотя бы вот эти цифры мы можем получить? И вы Шталдан, допустим, это завершили переговоры. Да, мы практически со всеми встречаемся. Я хотела бы тут тоже акцентировать ваше внимание на чем. Во-первых, ни одно действие Министерство здравоохранения не проводит без участия непосредственно главного врача, который лучше нас знает, что творится в районе, б. главы, с. депутату, д. общественности, и при необходимости я выезжаю сама на встречи с населением. Нет, вот общественности эти цифры тоже они интересны, так? Я не могу, почему я не могу сейчас сказать про цифры, да? Потому что мы в процессе дискуссии, то есть вот мы каждый район, каждый населенный пункт обсуждаем обстоятельно. Мы примерные цифры знаем, что у нас сегодня свыше 1300 вакансий в медицинских учреждениях. 1300. Вот эти 1300 вакансий мы точно будем сокращать. Опять-таки, для чего мы их сокращаем в районах? Для того, чтобы наполнить будущий кардио и онкодиспансер. Для того, чтобы развивать, допустим, паллиативную медицинскую помощь сегодня. Для того, чтобы увеличивать гериатрические койки. То есть мы их не собираемся, вы говорите, экономика, да, мы не собираемся их как бы отрезать и куда-то спрятать, и куда-то эти деньги деть. Ни в коем случае. Мы говорим не экономика, мы говорим эффективность. То есть участковый врач, который в день принимает 7 пациентов, на мой взгляд, неэффективен. У которого в районе как была высокая смертность или заболеваемость туберкулезом, неэффективен. Зачем такой врач? Значит, мы говорим о том, что, еще раз говорю, должны быть определенные четкие уровни оказания медицинской помощи, и качество должно быть этой помощи соответствующее. Так по мне лучше, пускай там сидит фельдшер, который может и знает, с кем связаться, опять-таки, со специалистом, эндокринологом, неврологом, кардиологом, который может провести консультацию, настроить этого пациента, дать ему возможность приехать. Вот вы улыбаетесь, на самом деле, я каждый день сталкиваюсь с такой ситуацией, когда я говорю, вот у вас в Вилюйском районе, вот вчера случай был, пациентка, вам окажут там помощь, там квалифицированные доктора. Он говорит, нет, мы хотим только в Якутск, привезите нас в Якутск, мы хотим в Якутск. Это что такое? Социальный фактор, наверное. А это недоверие своим врачам. Почему? Вот с этим надо разбираться. И когда вы говорите, давайте оставим там врача, только для того, чтобы успокоить население, это неправильно. Врач а почему должен... хорошего врача мы не можем там, это же ваша обязанность, чтобы улучшалось вот это Так вы, Иван Иванович, депутатом 5 лет были, чем занимались, какие вопросы сегодня задаете? Я не зря Вы сказала. думаете, что 5 лет я должен выправить А сколько здравоохранение? вы законопроектов приняли? Скажите, пожалуйста, я об этом Кто вы писала. такая? Давайте не будем спорить. У меня сейчас... Давайте останемся. Давайте. Вы свой брифинг Я проведете. доверяю сайту Ютумена, который говорит, что депутат Шамаев ни одного законопроекта Давайте, не принял. давайте брифинг оставим вам двоим. Я просто хочу, я все-таки хочу, чтобы вы понимали, любые реформы и, наверное, ту ответственность, которую мы сегодня на себя берем, а мы берем на себя ответственность на непопулярные меры, мы это понимаем, что это так. Но оно должно привести к одному. Оно должно привести к удовлетворенности нашего населения медицинской помощью. И чтобы не было звонков, привезите меня в Якутск, а из Якутска в Москву, чтобы все знали, что доктор, который сегодня с ним рядом, окажет ему квалифицированную медицинскую помощь сам, либо у него будет доступ для того, чтобы проконсультироваться с более высокого уровня врачом. Вот за это.
Спасибо вам. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, можете